Вариантов, как родитель прерывает этот поток детского аффекта, очень много. Например, да, куплю я тебе эту мороженку, уже отстань, только не реви, не ори. А родитель подвигает правила в ответ на истерику. Или не ори, как тебе не стыдно, другие дети себя нормально ведут, а ты что ты себе позволяешь? Это затыкание эмоций через стыд и сравнение с другими. Можно еще отвлечь от переживания. Смотри, птичка, динозаврик, машина какая проехала. Это переключение внимания ребенка с одного стимула на другой. Опять же, чтобы заткнуть вот этот вот поток эмоций. Сейчас полиция тебя заберет, приедет, если не перестанешь кричать. Или бабайка утащит. Это способ заткнуть детский аффект через страх. Как вы уже поняли, в каждом из этих вариантов есть свой подвох. Ребенок не проживает эмоции, они просто перекрываются. Но только в варианте, когда родитель подвигает правила в ответ на истерику, возникает шаблон. И шаблон это такого характера. Я кричу, давлю до последнего, и родитель в какой-то момент поддается и двигает правила.